Какую оценку ты получил сегодня? 4. Все началось еще в октябре. Ильдар Махмутов почувствовал сильные головные боли. Вызвали скорую, но врачи успокоили, симптомы ОРВИ. Но уже через 2 недели страшный диагноз, опухоль головного мозга и экстренная операция. Сейчас Ильдар прошел уже 30 курсов химиотерапии, но опухоль только растет. Химиотерапию, которую я в данный момент прохожу, но пользы, к сожалению, я не вижу. На МРТ, которое было после лучевой, показал то, что у нас есть рост. Единственный шанс для Ильдара – лечение в одной из немецких клиник. Жена день и ночь на связи с лучшими специалистами. В планах попасть к зарубежному хирургу уже в мае. На лечение нужно более 3 миллионов рублей. 350 тысяч на диагностику уже помогли собрать друзья и родственники. С помощью друзей, с помощью людей, которые помогли нам, поддержали нас, не оставили нас одних в такой тяжелой ситуации. У нас 2 маленьких дочерей, одной 8 лет, другой 4. Я бы хотела, чтобы они выросли в полной семье. Свободная минута всегда с детьми. Учат уроки, читают, гуляют. В семье 2 маленькие дочки. И самое важное для Ильдара – поднять их на ноги. Близкие же называют его бойцом по жизни. Справедливый, замечательный отец, замечательный муж, семьянин. Добьемся того, что он вылечится. Также будет радовать нас. Каждый день на счету, и они верят в вашу помощь. Связаться с семьей вы можете по телефону, указанному на экране. Благодаря помощи наших телезрителей уже удалось помочь маленькому Артуру Саврандееву. На его реабилитацию собрали 125 тысяч рублей. Продолжает сбор средств и для Вероники Шуваловой с диагнозом ДЦП. А Аделина Абдуллина уже проходит лечение в Германии. Юлия Муратова, Ильшат Аюпов, ТНВ, Набережные Челны.